Россия с тех пор дала миру выдающихся ученых личностей, которые внесли существенный вклад в мировую науку, в мировую цивилизацию. Это тот же Ломоносов, Менделеев, Павлов и другие ученые. Вначале слова о тех, кто стоял у истоков российской науки, а уже после приступают к самой лекции. Сегодня говорят о современных методах исследования и об устройстве Вселенной. Теория большого взрыва или по-другому большого количества выбросов. Тема не новая, но интересная. Лектор, доктор технологических наук Магомед Зауров. Вот почему мы не отрываемся от Земли. Вот мы прыгаем там и так далее. Гравитация, совершенно верно. Вот насколько закон всемирного тяготения как гласит? Не помните? Чему равна сила взаимодействия двух объектов? Прямо пропорционально их массам и обратно пропорционально расстоянию между этими объектами. 2 недели просветительских лекций, акций, семинаров. В Ингушском государственном университете точно скучать не придется. Простыми словами они объясняют то, что раньше звучало лишь на научном языке. В зале собрались самые рассудительные – технологи, филологи, экономисты, юристы и другие. Каждый узнал что-то новое для себя. Студенты собрались в аудитории, и на самом деле достаточно много нужной и интересной нам информации прозвучало. И были заметны лица студентов, заинтересованных студентов. С момента своего основания и до сегодняшних дней Ингушский государственный университет продолжает оставаться центром учебно-научной жизни Ингушетии. На его базе формируется группа ученых для исследовательских экспедиций. Главный альма-матер республики сотрудничает с ведущими научными учреждениями страны. Так и сегодня. Для ИНГУ главная цель – дать возможность развиваться молодым специалистам. Сегодня науке уделяется достаточно серьезное внимание, и у нас есть хорошие перспективы для этого развития, особенно для молодежной науки, для студенческой науки. Мы стараемся всячески поддерживать инициативы молодых ученых и внимательно к ним присматриваемся. Один из тех, кто не упускает возможность развиваться в данном направлении, и Саид Магомед Хамчиев. Парень учится на 2-м курсе цифровой экономики. В его портфолио уже имеются научные статьи и проекты. Он отлично понимает, насколько важно развиваться в современных реалиях. Но это является необходимым даже, скажем, банально потребность человека, это развитие, совершенствование и так далее. И стоит отметить, что это остро необходимо и для нашего общества, в целом для республики. Если говорить об НГУ, дает ли вам такие возможности для развития? Да, конечно, несомненно. Такие условия создаются, и с каждым они совершенствуются только. Цель Дня науки – привлечение внимания общества к научному прогрессу. Праздник впервые был отмечен в 1999 году. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз, 24.